Чувствуете, как уже начинается предпраздничная суета? И, конечно же, в такой период самый главный вопрос – что же приготовить? И я думаю, мы найдем сегодня на него ответ, потому что у меня в гостях потрясающая Ирина Энгелес. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рада быть в этой студии. У меня мало опыта участия в кулинарных передачах, но я надеюсь, что мои рецепты будут полезны нашим зрителям. Ирина Энгелес – создатель и по совместительству исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля, а также специалист Национального центра аудиовизуального наследия народов нашей республики. Она активно занимается популяризацией и продвижением якутского кино. Также Ирина просто обожает путешествовать. И, конечно же, ее особой страстью являются отличные фильмы. А в блюдах ценит подачу и, безусловно, вкус. Скажите, пожалуйста, что же мы будем сегодня готовить? Традиционно перед новогодними праздниками я готовлю свиные ребрышки, которые варятся в вишневом соке и в соусе барбекю запекаются. Также мы приготовим гуакамоле, это такой соус мексиканский. И на десерт у нас будет мороженое с клубничным сиропом с орешками. Отлично. Я знаю, что вы уже поставили на готовку специально свиные ребрышки. Да, здесь у нас как бы порционно, это там на 1-2 человека. Ребра нужно будет, если вы любите пожирнее, можно оставить сало, если нет, то очищаем от сала, порционными кусочками маленькими нарезаем и кладем в кастрюлю, заливаем вишневым соком полностью, чтобы покрывало полностью мясо. Можно сюда добавить лавровый лист и душистый горошек. Это все варится примерно 50-60 минут, в принципе, все на глаз, все как вы сами хотите. Такое блюдо можно поставить, оно там пускай варится, а мы параллельно можем заняться другими блюдами. Мы сейчас сделаем гуакамоле. Это знаменитый мексиканский соус, который еще испанские конкистадоры называли масло для бедняков. Его можно употреблять абсолютно, можно использовать чипсы, хлебцы, можно вообще, в зависимости от того, как вы нарезаете авокадо, это может быть и салат. Для этого нам понадобится авокадо. Я не знаю, насколько он спелый или нет. Конечно, нужен вообще спелый авокадо, чтобы все вообще было мягко, отходило. Но для этого случая, если он не спелый, я взяла терку, которую мы... Какой красивенький. В общем, мы, получается, убираем косточку. Я, кстати, недавно пыталась посадить и вырастить. Многие же люди это делают. Здесь авокадо? Да, из косточки авокадо выращивают растения. Но у меня что-то пошло не так, и ничего не получилось. Она простояла месяц, корней не дала. Он у нас не совсем мягкий. Я, наверное, сделаю как, чтобы мне легче было тереть. Наверное, часть отделю. То есть мякоть, получается, вы сейчас отделяете? Да, вы можете попробовать. Вам нужна ложка. Прямо по контуру ведем. Так, вот я беру по контуру. Все. Сегодня у меня такие вот интересные блюда с вами планируются, что я буду их готовить действительно в первый раз. Я, конечно, тоже не профи по разделыванию авокадо. Совсем далекий от Якутии фрукт. Ну да. Еще, такой достаточно дорогостоящий, поэтому мы максимально тоненько проходимся по краям, чтобы у нас осталось все-таки побольше мякоти. А почему выбрали именно эти блюда, расскажите? Мне кажется, на Новый год всегда хочется чего-то нового, интересного, потому что понятно, что оливье, винегрет, селедка под шубой – это такая классика, да, советского, российского Нового года кулинарного, да, и хочется какой-то новинки. Ну вот, допустим, вот эти ребрышки, мне этот рецепт подсказала моя подруга Женя, и мы с удовольствием это едим уже, наверное, 5 лет на каждый Новый год. Как интересно. А вы свои рецепты берете чаще всего в путешествиях или же вот так вот у подружек там присмотрите? Или как это происходит? Наверное, у подружек все-таки. Если я не знаю, у меня просто уникальный такой друг, который прекрасно готовит, и я часто к ней обращалась по всевозможным. Когда мне нужно было узнать, как приготовить тот или иное блюдо, я обращалась к ней. Она мне подсказывала.
кстати, скажу вам о том, что Ирина единственная, кто пришла в нашу студию со своими приборами, со своей теркой, со своими ножичками, ложечками. Почему для вас это так важно? Так же, как парикмахеры, наверное, они везде со своими ножницами. У них специальный такой чехол, где там все вот... И также и повара, если вы заметили, они всегда используют только свои ножи. Ну, потому что удобнее, как-то удобнее руке, удобнее готовить и привычнее как-то так. Я знаю, что вы являетесь директором кинофестиваля, Якутского международного кинофестиваля. Как у вас вдруг появилась любовь к киноиндустрии и к искусству кино? Ну, у меня любовь к кино вообще появилась в 13 лет, наверное. И просто я фанатею от кинематографа с 13 лет. И дипломную работу в университете я писала по кино. Она называлась «Взаимосвязь кино и моды». Но моды как социальный аспект скорее, как кино на нас влияет, то есть на наше поведение, на наши привычки, как оно может нас изменить в лучшую или в худшую сторону. Фильмы же бывают разные, бывает, да, романтизируют там криминальных героев, да, ну, романтизация обычно это в гангстерских фильмах. У Мартина Скорсезе всегда это преобладает. В финале, конечно, все получают по заслугам, но в начале мы видим таких прекрасных злодеев, негодяев, которые покоряют женские сердца. А как вот, на ваш взгляд, все-таки влияет кино на нашу современную жизнь? Ну, кинематограф это он сравнительно по сравнению с другими видами искусства, он сравнительно молодой, ему более 100 лет. И, конечно, влияет. Я вообще не представляю своей жизни без кинематографа, потому что это и прекрасное времяпровождение, и в то же время ты можешь через фильмы найти вопросы на какие-то свои жизненные ответы. Допустим, у меня какая-то жизненная ситуация, и просто кино – это же наше отражение нашей действительности. Еще говорят, что кино – это запечатленное время. И получается, что в фильмах мы видим то, что происходит вообще в нашей жизни, ну и также и наша жизнь тоже. Все взаимосвязано вообще. А как вы думаете, что бы было с нашим миром, если бы вдруг когда-то братья Люмьер не изобрели бы кинематограф? Ну, это такой риторический вопрос. Я думаю, что его все равно изобрели бы. Не братья Люмьера, какие-нибудь там братья Джексон, допустим, какие-то условные, да? Это все равно было бы. Потому что человек в этом нуждается. Ну да, конечно, конечно. Так, я возьму ваш. Да, конечно. У меня не очень красиво получается. Гуакамоле, где вы вот его нашли? В интернете. Все в интернете, все берется оттуда. Хотя я была в Мексике в 2008 году, и мы там пробовали. Я впервые, наверное, там попробовала. Было 11 лет назад, господи. Я знаю, что вы часто путешествуете. И какая страна вам запомнилась больше всего? Ну, вот, как я сказала, Мексика, она меня просто покорила, да, и люди мне показались очень близкие нам по духу, мексиканцы. Они сахалар курдуктар, такие тоже очень открытые, веселые, гостеприимные. Соединенные Штаты Америки тоже каждый раз поражает тоже. Вот. Италия тоже, ну, удивительная страна. Вообще нужно путешествовать, чтобы расширять, узнавать. Даже через путешествие ты тоже познаешь себя, мне кажется. И как кто-то сказал, Марк Твен, я не знаю, или кто, что ты никогда не возвращаешься прежним из путешествия. Это действительно так, потому что ты получаешь новые знания, новые знакомства. Это все очень здорово. А страшно улетать куда-то в первый раз? Нет, не страшно. Сейчас вы уже готовы просто вот взять чемодан и улететь? Нет, не страшно, но, наверное, просто меня так родители воспитали, да, спасибо им, что как-то я самостоятельная. И в Питер тоже меня отправили одну, все, я приехала, в общагу заселилась и все, и продолжила жить, учиться там. И также с поездками. У меня нет страха, вообще не нужно бояться новым открытиям. Свою любовь к кино вы решили отразить вот в Якутском международном кинофестивале, получается, и вступили в ряды главных организаторов. Как возникла идея? Идея возникла в 2011 году, когда мы проводили республиканский фестиваль кино Арктики.
Вот, кстати, снежные очки, то, что мы придумали, и я являюсь автором идеи этих снежных очков. Ну, это такой предмет быта, который объединяет все арктические народы. В то же время мы воспринимаем кино глазами, то есть это приоритет визуального искусства, кинематограф все-таки в первую очередь. И, ну, вот такая концепция, в общем, у нас. И мы его сделали совершенно, наверное, вот, как говорят, безумству храбрых поем мы песню, да. Это было очень быстро, мы буквально за месяц, но у нас были очень крутые гости. Приехала Рената Литвинова, был Сергей Сельянов, ну, выдающийся режиссер, продюсер российский. Вот. И мы хотели просто, в то время же все снимали кино тоже в 2011 году, и мы хотели какую-то провести такую как ревизию, узнать вообще, насколько у нас много фильмов, как снимается. И вот было у нас 86 фильмов поступило в конкурс, и мы провели этот фестиваль, и, получается, через 2 года, в 2013 году, организовали первый Якутский международный кинофестиваль. Вот. И 2 года он не проводился по объективным причинам, но в марте следующего года, с 18 по 22 марта 2020 года, пройдет 6-й Якутский международный кинофестиваль. Мы уже готовимся к нему, уже идет активная подготовка. Программный директор у нас Алексей Медведев, это достаточно известный российский кинокритик, который делает потрясающую программу. У него большой опыт, и уже отсматриваются работы поступившие. И если вы хотите подать заявки, принять участие в 6-м Якутском международном кинофестивале, вы можете зайти на наш официальный сайт ektfilmfest.ru и через наш сайт подать заявку. Заявки в настоящее время принимаются. Вообще у нас как бы круглогодично это все происходит в любое время, и там же есть контакты, бои. Можете отправлять. Но это действительно очень интересно, потому что, наверное, якутский кинематограф как-то вот сейчас видоизменился. Вот как вы думаете, на ваш взгляд? Но он и видоизменился, потому что, ну, во-первых, время, во-вторых, зритель тоже диктует. Зритель стал более требовательным. Если, допустим, раньше какие-то фильмы низкого качества прокатывались, проходили, да, то сейчас очень сложно собрать деньги на каком-то низкокачественном, неинтересном фильме. Поэтому кинематографисты все стараются, они растут тоже, они выросли за эти годы. Вот. Но я думаю, что будет только лучше, только вперед. Ну что, вернемся к гуакамоле. Мы сейчас должны мелко-мелко порезать помидоры. Так, давайте-ка мастер-класс. Как вот насколько мелко-мелко? Вообще авокадо, когда он свежий, он разминается ложкой. То есть он вытаскивается и прямо вот как пюре его разминаешь. Но у нас просто климатические условия, и все к нам приезжает, конечно. Немножечко другим. Да. Так, нарезаем. Вот так вот. Угу, то есть прям еще мелко-мелко-мелко. Ну, стараться, да, чтобы оно было такое, соответствовало вот авокадо. Угу. Жаль, что помидоры нельзя на терке натереть, да, ведь? Да, ну, наверное, можно. На самом деле можно и в блендере все это сделать. Ну, а консистенция от этого как-то не поменяется? Ну, если вы делаете соус, то в блендере даже лучше. Потому что оно будет все мелкое, все равномерное. Вот. А если как салат, можно и какими-то такими кусками нарезать. Не страшно. А как вы празднуете Новый год обычно? Дома, ну как принято, традиционно. Не в путешествиях? Нет, я пару раз встречала Новый год не дома, в жарких странах, но ощущения не те все равно. Хочется снега, холода, елки нормальной. За рубежом же у них больше отмечают Рождество, у них Новый год это как, ну, постольку-поскольку. Ну, наступил, все радуются, там, все прекрасно. А какие есть у вас традиции семейные? Вот что вы обязательно делаете? Да, наверное, каких-то особенных таких нету. Наверное, как у всех тоже. В последние года 2 что-то я вдруг начала вот эти бумажки, шампанское бросать. Ну, по-моему, не знаю. Ну, главное, исполняется. Ну, я уже не помню, что я загадала. И... Ну, наверное, исполняется. Мне кажется, что если ты этого хочешь, то исполняется всегда все. Поэтому верьте своим желаниям, верьте в себя. Верьте в свою счастливую звезду. Если очень захотеть, то обязательно будет.
Если очень захотеть, можно в космос полететь, как говорится. Я добавляю, да, сюда помидорки? Да, добавляет. Или нет? Ну ладно. Ничего страшного, да? Мы все смешаем, просто мы лайм добавим в конце, чтобы цвет не испортился. Как бы лайм добавляется для того, чтобы авокадо сохранил свой зеленый цвет, чтобы он не стал коричневым. Поэтому нормально. Можно все вот смешать, я думаю, это не будет никакой. Что-то я крупновато нарезала, но думаю, не страшно. Я старалась. Ну, как получится. А вы, допустим, в кухне как вот любите, чтобы была там полная импровизация или все должно быть четко? Вы должна стоять одна, готовить одна? Нет, ну вообще кухня это как, наверное, настроение, да, приготовление еды. Конечно, когда это происходит ежедневно, да, как-то все превращается в быт такой, да, ну, что надо просто приготовить. Но иногда хочется как-то, чтобы было красиво сервировано, вкусно приготовлено, прям так от души. Тогда вот как бы можно музыку для настроения какую-то включить и вот, готовить. Но и рецепты, которые вот даются, это же все тоже приблизительно, все равно ты делаешь на глаз, как по своим ощущениям. Все равно я думаю, что у каждой хозяйки, да, у каждой хозяйки все равно есть свой опыт, она все равно чувствует, знает, как что приготовить. Мне чесночок тоже мелко-мелко нарезать. Чеснок мелко-мелко, нам одного хватит. А какое самое волнительное блюдо было, которое вы готовили? У меня, наверное, каждое блюдо волнительное. Да? У меня нет такого, чтобы прямо... Торты, наверное, очень редко делала в своей жизни. Мне кажется, нужно обладать каким-то особым даром, да, чтобы уметь еще их красиво украсить, чтобы все ровненько было. Я вот поражаюсь вот тем женщинам, да, которые вот делают торты и при этом украшают настолько все чисто, гладко, все вот красиво. В общем. Да. Вот торты это для меня вообще загадка. Там можно проявлять творчество только во время украшения. А во время готовки все должно быть четко, все ингредиенты должны быть. Наверное. Я вот тоже ни разу не пробовала готовить тортик, но я очень-очень хочу, и я вот к экспериментам открыта. Так, лук берем тоже совсем чуть-чуть, ну, половинку, наверное, маленького лука. Это мы готовим, опять-таки, мы делаем немного, это вот на одну, наверное, ну, такую небольшую порцию. А в это время напоминаем, что у нас стоят свиные ребрышки, которые сейчас уже скоро сварятся. Свой процесс уже. А как вот понять, что они сварились? Просто по готовности смотрите, Ну, наверное, да, ну, как мясо в целом. Где-то, ну, вот, я думаю, что для мяса свинина, в принципе, оно же такое, оно мягкое само по себе. Состав волокон и так далее, да, и не требует долгой какой-то такой варки. Я думаю, минут даже 40, там, 50 достаточно. В зависимости еще тоже, наверное, зависит объем, сколько их этих свиных ребер, какая кастрюля у вас, большая, маленькая. Угу. Ну, у нас тут на 2 порции, да, примерно? Ну, где-то, да. На 2. Может, на 3. Как пример, я думаю, уже хозяйки умножили там, сколько им вишневого сока понадобится. А вот именно нужен вишневый сок или же можно там в каком-нибудь другом соке это сделать? Нет, именно вишневым, потому что вишневый он сладкий, и он дает именно вот такой вот какой-то необычный вкус. Как что-то такое, как будто это карамель. Вот. Ну вот что-то такое интересное. Вот вы попробуете и скажете, что дал вишневый сок. Ну, кстати, сочетание ягод и мяса, оно очень даже прекрасное. Часто очень делают, допустим, мясо, подают с вареньем каким-нибудь брусничным. Все это очень вкусно. Так, я вот прям максимально мелко постаралась нарезать чеснок. Да, здорово. А какие фильмы вы смотрите для того, чтобы поднять себе новогоднее настроение? Ну, очень здорово, да, я это, кстати, недавно почувствовала. Очень классно резать салаты под иронию судьбы. Ну, потому что ты уже знаешь этот фильм, не нужно обращать внимание, смотреть на экран, и как бы оно как фоном вот так звучит, и ты вот нарезаешь, и дает такое настроение. А так мне очень нравится фильм, он рождественский «Реальная любовь». Да, я смотрела. Да. И вот он всегда дает какое-то такое новогоднее настроение. Классное кино. Там несколько историй, куча знаменитых артистов. А как вы смотрите кино? Допустим, вы
так сразу уже какой-то у вас профессиональный такой взгляд или же что-то другое? Ну, вообще в кино я всегда обычно иду на актера или на режиссера. Ну, смотрю, Ну, у меня редко бывает так, что я пошла, не зная, о чем фильм. Я всегда обычно читаю, о чем этот фильм, может быть, даже могу прочитать каких-то критиков и так далее перед этим. Ну и смотрю уже, опять-таки, просто фильм должен на тебя как-то подействовать. Либо это могут быть там, либо он тебе очень понравится, либо он тебе вообще не понравится. Но даже если он тебе совсем не понравился, это тоже реакция. Должна быть какая-то эмоциональная составляющая все равно, Конечно. Тебя фильм должен задеть, иначе, ну, смысл. Так же, как театр. Театр тоже спектакль. Или нравится, или не нравится. Ну, по ощущениям. А как, по вашему мнению, чего не хватает вот якутскому кинематографу вот на данном этапе? Чего бы вы докрутили, может быть, немножечко добавили? У нас нехватка специалистов. И, допустим, у нас сценаристов не так много, да? Там на сегодня действует 2 человека. И мне кажется, нужен крепкий сценарий, потому что основа успешного фильма, первое, это все-таки хороший сценарий. Хорошая история, рассказанная через вот какие-то визуальные образы. Это у меня лук. У меня уже давно глаза не слезятся. Так, добавляем. Сейчас добавим еще кинзы. Нарежете? Да. А как вот ее чисто листочки? Тоже мелко. Ну, вот эту Вот это ножки не надо, убрать, да? да. И тоже мелко нарезать. Вот вы недавно приехали. Я знаю то, что вы приехали из-за границы. Как вы съездили? Расскажите об этом. И где побывали? Я съездила в Лос-Анджелес. Это был отпуск. Я где-то за месяца за 2, наверное, запланировала выезд. И, получается, я съездила на 2 недели. Была в Лос-Анджелесе, и параллельно как раз в это время проходил Asian World Film Festival. Это международный кинофестиваль, азиатский мировой кинофестиваль, так он называется. Где, кстати, принимал участие наш фильм «Надо мной солнце не садится», и он получил 2 приза. И организаторы, зная, что я там, они попросили меня получить этот приз. Здорово. Получается, лучшая мужская роль – это Степан Петров, и лучший фильм режиссер Любовь Борисова. Шикарно. Вот вы по образованию культуролог, и вы, наверное, все вот анализируете, все, что происходит. И как вы думаете, что вот меняется со временем, как вот современные технологии, они вот на нас влияют? На самом деле сильно мир-то не меняется, все равно все, что происходит в жизни, оно и было и, там, не знаю, 300-400 лет назад. Но я имею в виду какие-то вот взаимоотношения людей, да? А так, у меня был факультет истории мировой культуры, у нас лекции проходили в Эрмитаже по искусствоведению. Тоже. Некоторые люди мечтают сходить в Эрмитаж, да, у нас они были каждую неделю. Скажите, почему так важно культурное просвещение? Культура помогает развиваться человеку, саморазвитию, расширяет твой кругозор, знания. И в зависимости от того, какое у тебя мировосприятие, ты уже, исходя из этого, уже и в определенных ситуациях действуешь уже на основе своего опыта, своих знаний и так далее. Так, давайте мы с вами вернемся к гуакамоле. Так, мы добавляем. Да, добавляем. Помидоры, конечно, у нас крупноватые, их нужно было вообще мелко-мелко-мелко-мелко. Извиняюсь, можно блендером? Ну, пусть у нас будет такой красивый салат гуакамоле, не совсем соус. Ничего, везде немножечко импровизации. Да. Главное, состав понятен. Можно сделать чуть мельче. И, в принципе, все это в блендере. Да, Да, можно при вообще на желании. блендере все это сделать. Лайма, ну, здесь вообще, наверное, подойдет четвертинка. Но это я вот как сказала, это для того, чтобы авокадо сохранило свой цвет, чтобы оно не было коричневым, потому что оно вот как яблоко тоже темнее. Ну да. Кстати, с яблоком тоже такой же лайфхак. Можно, лимонной кислотой Да, потереть немного. можно посолить, поперчить, но мы не будем этого делать, потому что у нас чипсы, они соленые. И по сути у нас вот уже все готово. Ну да, но помидоров, конечно, многовато, можно было чуть-чуть поменьше и меньше порезать.
основной ингредиент все-таки это авокадо. Да. То есть он должен перебивать вообще вкус. А какое блюдо вы пробовали, и вас оно прям потрясло и запомнилось? Наверное, строганина, печень замороженная, вот это все. Я просто сама же с севера, с Нижней Колымы, и рыба и мясо оленя – это моя родная пища, я на этом выросла. Наверное, это та еда, которую я готова всегда есть, и она никогда не надоедает. А сейчас время самой любимой рубрики, которая называется «Продуктовая корзина». Узнаем же, чем она наполнится сейчас. Всем привет, меня зовут Потапова Катерина, я являюсь профессиональным танцором, а также сторонником здорового образа жизни. Так как я довольно-таки давно не ем мясо, это около 5 лет, сегодня мы будем собирать вегетарианскую корзину. Конечно же, прежде всего, это фрукты и овощи, и я хотела бы выделить здесь авокадо. Его очень редко где можно найти в Якутске, но в Айгуле он есть. Он очень богат полезными жирами, и когда вы его выбираете, старайтесь выбирать авокадо помягче. И, как вариант, вы можете его съесть утром с тостами, с каким-нибудь ржаным хлебом. Просто наложить, посолить и съесть. Вместо сладкого я обычно всегда стараюсь есть фрукты. Это, конечно же, в первую очередь яблоки. Я стараюсь брать зеленые, потому что они всегда очень богаты витаминами. И еще, я стараюсь брать либо по одному фрукту, либо, если у меня есть свой пакет, то я беру свой пакет. Лишний раз пластиковые пакеты я стараюсь не брать. Вы можете здесь также, есть мандаринки, это для новогоднего настроения, а также иногда я беру кокос, но его очень сложно открывать, я обычно это делаю молоточком, и вы можете его открыть, попить водичку, либо высушить и сделать из них чипсы. Это все очень питательно, здорово, и не надо лишний раз тратиться на сладости. Я вам рекомендую, как лично я сама готовлю, брать грецкие орехи и к ним еще добавлять финики. Если вы все это измельчите в блендере, то получатся очень вкусные конфетки. Вы можете сюда добавить и кокосовую стружку, и тыквенные семечки. Тут уже на вкус, кто как любит. Так, вы также можете туда добавить миндаль, но тут уже готовая смесь, так что какие бы вы орехи не добавили, это будет все равно вкусно. Но учтите то, что это очень калорийно, поэтому надо есть не больше 100 граммов в день. Так как я не пью обычное молоко, я обычно заменяю его соевым. И чаще всего я беру то, которое без сахара, чтобы добавить его, например, в каши, смузи, и так далее. Потому что они намного больше дают кальция, намного больше дают витаминок. Здесь очень много выбора, поэтому вы можете взять и шоколадное, и ванильное, на любой вкус. Я не любитель кофе и разных чаев. Я часто делаю их из ягод, имбиря, лимона, например. И сегодня я хотела бы вам выделить облепиху, так как сейчас зима, и я еще простудилась, поэтому это обязательно должно быть в моей корзине. Например, из облепихи вы можете сделать смузи с тем же самым соевым молоком, либо просто вместе с кипятком добавить туда мед, добавить облепихи, чуть-чуть розмарина, и будет очень хороший ароматный чай, который как раз будет в эту зиму. Так как я стараюсь везде искать здоровую альтернативу и обращать внимание на новинки, сегодня я хочу выделить вам шоколадку из кэроба. Кэроб – это отличная замена какао. Такая шоколадка не содержит сахар, не содержит другие красители, консерванты, поэтому я стараюсь все брать с отдела, например, здорового питания. И здесь, в принципе, может найти сладость любой, у кого есть, например, аллергия на молоко, либо на сахар. И напоследок, пожалуй, я возьму одну помидорку. Конечно, это не все продукты, которые я обычно выбираю, но одни из самых основных. Надеюсь, вам было интересно и полезно. С наступающим вас Новым годом и пока-пока! Я знаю, что вы очень много всего делаете. Даже когда мы с вами созванивались, вы параллельно были на тренировке, мы с вами общались. То есть откуда вы берете столько энергии для того, чтобы не только вдохновляться самой, но и, по сути, вдохновлять других? В спорт я недавно, скажем так, в зал пошла. Наверное, я занимаюсь всего полгода, но есть уже результаты. У меня потрясающий тренер. И при том, что я не как многие же ПП, там сидят, всякие грудку едят, с брокколи давятся, я как бы ем обычно, но просто нужно порции небольшие потреблять и сжигать это все. Ходить в зал, потому что это все равно полезно, чтобы дольше жить, дольше быть счастливым.
Советы от Ирины Энгелис. В зал ходить, но при этом можно все поесть. Главное до 12, да, там утром только мучное быстренько поесть и все, и быть активной. Да. Так, у нас там свиные ребрышки. Так, сейчас мы их вытащим, оботрем, нужно их обтереть будет полотенцем, чтобы они немножко такие, ну, без влаги были. И мы будем их опускать вот в соус барбекю, в нем обваливать и выкладывать на противень. И все, они обжариваются минут 15, и практически все, они готовы. Мы вытащили наши свиные ребрышки. Сейчас ответственная часть нужно... Да, сейчас нужно будет их как-то высушить немножко, да, скажем так, чтобы они такие были не влажные. Соус это у нас Соус барбекю. барбекю. Он придает такой вкус дыма. Вот это все приготовлено на костре. Так, я тебе помогу. Вы продвигаете якутское кино. И как вот по-вашему, какой имидж сейчас у нашего кино? Очень хороший имидж. Но вообще в России мы после Москвы и Санкт-Петербурга номер один. Среди всех регионов мы номер один. По производству, потому что кино востребовано, что зритель ходит на это кино. Конечно, очень сложно выйти в прокат, российский, тем более зарубежный, но какие-то попытки предпринимаются, я надеюсь, что когда-то они станут успешными. Единственный, по-моему, фильм, который был в прокате в России среди вот таких независимых кинематографистов, это «Мой убийца», который был по России, и небольшой какой-то прокат был, сколько я знаю, в Казахстане, в Кыргызстане, что-то. Ну, масло, на самом деле, совсем чуть-чуть. Я просто боюсь, что вдруг они пригорят, но дома я не добавляю масла. Я, то есть, получается, на бумагу специальную кулинарную просто выкладываю, и все. И в духовку. А на сколько минут? На 15? 15-20 минут, потому что если вы передержите, они будут сухими, поэтому лучше и не передерживать. Там, но мы немножко, чтобы, я говорю, чтобы они не прилипли, там, Совсем чуть-чуть. Прямо капелюсечку. Да, можно вообще без масла. Потому что свинина, она сама по себе жирная. И рецепт такой простой. Вот не нужно постоянное участие в этом приготовлении, да, ведь? И просто вот обильно мы обмакиваем в этом соусе, просто выкладываем. А сами какую кухню вы предпочитаете больше всего? Мне и китайская, и корейская кухня нравится, и якутская. Я вот тоже, мы с вами в этом прям похожи. Я тоже вот, недавно съездила, и мне там все прям спрашивают, что, какие предпочтения, что ты будешь, мы приходим же в кафе, ресторан. Я говорю, мне вообще выбирайте сами, чтобы я не сидела там, долго не убирала, выбирайте для меня. Я ем все. Очень удобно, кстати. Когда все ешь и... Да, особенно на свиданиях. Так, и мы сейчас вот смотрите, что у нас получилось. Наши свиные ребрышки, которые сначала мы варили на среднем огне в вишневом соке. И сейчас мы их, грубо говоря, обваляли в соусе барбекю. Обязательно перед этим нужно высушить. А зачем вот мы их, кстати, высушивали? Ну, просто влаги, чтобы было меньше, лучше не прямо сушить, вот обмакнуть салфеткой, чтобы убрать вот эти вот от накипи, некрасивые всякие вещи, да, чтобы они такие чистенькие, хорошенькие были. И отправляем это в духовку где-то примерно на 15 минут. Вот, посмотрите, мы поставили таймер на 15 минут, и через 15 минут прозвучит сигнал, который будет говорить нам о том, что все готово. Руки мы помыли, в студию вернулись, и, конечно же, мы приступаем уже к нашему десерту, потому что основное блюдо практически вот-вот через 15 минут будет готово. А гуакамоле осталось нам только оформить, да, немножечко. И, собственно, вот десертик. Что же нас ждет на десерт? Десерт – это сливочное мороженое, ванильное с клубничным сиропом и с орешками. На самом деле мороженое можно с чем угодно, с любым вареньем, с любым топпингом, с чем вы хотите. Это так. Просто мне кажется, клубника очень хорошо сочетается вообще с молочными продуктами. Ну да, можно смузи такого утром встала, быстренько сделала смузи. Так, лучше, наверное, может быть, ее порезать. Нарезаем миндаль, да? Просто не придумали, как его измельчить. Можно сделать это в блендере. Да. Либо можно вот так вот вручную. Зато сколько энергии моей сохранит
себе этот потрясающий миндаль, а впоследствии и мороженое. А как вы вдруг решили стать культурологом? Ну, мне всегда была интересна культура, всегда было интересно кино, театр. И у меня просто мама была очень таким человеком духовно развитым. Она увлекалась театром, она сама пела, у нее был прекрасный голос. И поэтому, наверное, вот, как-то воспитала меня так, что я пришла к культуре. Есть тяга к прекрасному, как говорится, Конечно. да? А какой фильм вас вот в последнее время прям захватил, и вам захотелось вот его прям пересмотреть, или, не знаю, или он у вас такие прям эмоции какие-то вызвал? Ну, последнее я посмотрела, что идет в кинотеатрах. «Форд против Феррари». Насколько я знаю, сейчас он будет номинироваться на «Оскар», но я, честно, я не думала, что будет номинация. Я подумала, что это такой проходящий фильм, хотя очень захватывающий, интересный. И вот такое яркое, конечно, впечатление было, это вот когда я была в Лос-Анджелесе, там параллельно проходил фестиваль American Film Institution, и в рамках этого был показ фильма «Ирландец», «Irishman», Мартина Скорсезе, это мой любимый режиссер. Всегда он был для меня номер один, и там была встреча с ним перед фильмом, обсуждение. То есть вот у меня прямо, когда вот показывали этот шоу-рил из всех его фильмов, у меня прямо мурашки бегали по телу, я сидела. Вообще меня... А фильм такой, в начале какой-то такой нудноватый, я чуть не уснула. Сейчас он, кстати, вышел на Netflix. Вот, с каким-то колоссальным бюджетом этот фильм, и Мартина Скорсезе поддержала эта стриминговая платформа, они выпустили этот фильм, и он вышел сейчас вот в интернете на этой площадке, на Netflix. Ну, наверное, вот это посещение кино, потому что это все еще происходило в китайском театре, знаменитом, которому около 100 лет, там потрясающая архитектура, зал, люстры нереальные, стены, такое намоленное место, где были многие артисты, многие церемонии, то есть само место проведения показа было потрясающе. Умение восхищаться, оно, наверное, как-то воспитывается, или же как? Наверное, самое главное – сохранить внутри себя ребенка. Если ты сохранишь внутри себя ребенка, то этот внутренний твой ребенок всегда будет улыбаться, удивляться и радоваться. А как это сделать можно? Я не знаю, как это сделать нужно, но просто мы же все дети внутри. Все наши комплексы, все наши заботы, боли и так далее, это все приходит из детства. Поэтому просто нужно как-то внутренне разговаривать, наверное, с той девочкой внутри или с тем мальчиком, который внутри тебя сидит. Не забывать о нем. А в таком случае, какой секрет, по вашему мнению, у людей, которые делают якутское кино? Якутское кино чем уникально, да, и потрясающе, то, что это все основывается на традиционной культуре, на традиционном фольклоре, на ментальности нашей, да, что вот на тех условиях, в которых мы живем, в суровых климатических условиях, да, не каждый человек, мне кажется, все люди, которые живут на севере, они очень сильные духовно, ну, дух сильный, потому что, чтобы жить на севере, тоже это нужно иметь какие-то определенные человеческие качества. Такой характер прям должен Конечно. быть. Ну и не каждый в минус 50 на улицу-то выйдет, там и вообще у нас дети мороженое даже не едят. То есть на сильном огне мы сейчас что делаем? Это тоже, это вот как клубничное варенье. Сироп, чтобы появилась жидкость, клубнику с сахаром просто. Как-то я видела такой очень здоровский рецепт, может быть, там кому-нибудь пригодится. Можно, оказывается, делать полезное, допустим, варенье, да, просто, такое не то чтобы полезное, ленивое варенье, просто ягоды, сахар, и все это в миксере, в блендере, и получается примерно точно так же. Некоторые, кстати, так и с ягодами, они и не варят их, бывает, просто с сахаром перетирают, и в банке, и все. А потом эта потрясающая консистенция продолжает свое существование в морсе. И при этом же оно, когда ты просто с сахаром делаешь, оно же сохраняет все свои свойства, потому что когда ты варишь, оно все-таки какие-то витамины уходят из ягод, из фруктов. А когда ты это все сахаром, то все сохраняется.
Так, я тут мелко-мелко постаралась нарезать миндаль. Да, все хорошо. Немножечко тут раскидала, конечно, но творческий беспорядок – это тоже в какой-то степени порядок. Сколько примерно сахара нужно добавить сюда? Сахар, опять-таки, по вкусу, как вы предпочитаете, если сильно сладкое, либо немного, это тоже все абсолютно индивидуально. Вообще, любое приготовление блюда – это все индивидуально. Кто-то абсолютно без соли готовит, но острое. Кто-то, наоборот, любит соленое. А как часто вы готовите? Не так часто, как хотелось бы, наверное. А какие самые такие быстрые блюда, которые вот, чаще всего? Ну вот сегодня, допустим, я быстро сделала куриные отбивные из грудки и все в панировке пожарила на обед. Вот как бы можно такое абсолютно быстро приготовить. Вообще мясо, если размороженное, можно его абсолютно быстро все с ним сделать. У нас вот все-таки в центральных городах у них же мясо продается такое охлажденное, да, то есть не замороженное, а у нас вынуждены мы все замораживать, и поэтому всегда нужно ждать, когда этой разморозки. Но, между прочим, допустим, есть же вот эти вот замороженные овощи, да? Кто не знал, допустим, мы берем эти замороженные овощи, готовим где-то минут 12, либо жарим, либо варим, но не больше, максимум прям минут 12, а лучше вообще 10. Так они сохраняют полезные свойства. И многие, допустим, боятся почему-то замороженные овощи покупать, вот именно зимой. Но на самом деле, если это какая-то шоковая заморозка, то в принципе все полезные свойства сохраняются. Поэтому можно, допустим, прибегать, вот также и клубника у нас свежезамороженная, поэтому как-то вот источник витаминов получать вот с таких продуктов. А сейчас предлагаю прерваться на небольшую рекламу, после которой мы обязательно вернемся и продолжим нашу готовку. Чтобы вот не было пены, да, вы сказали, что нужно засыпать сахаром. Ну, Вот чтобы для оно этого. отстоялось, да. Мы сейчас охлаждаем нашу клубнику, чтобы потом полить мороженое. В такой металлической посудке она быстрее охладится. И можно ее поставить, допустим, там, где холодно, к окну, да ведь? Расскажите, а как вот вы готовитесь вот сейчас к кинофестивалю, который вот пройдет весной? Но у меня такая хорошая новость для кинематографистов и для почитателей творчества Александра Сакурова. В марте на кинофестиваль Александр Николаевич должен приехать с мастер-классом или творческой встречей. То есть, это потрясающий режиссер российский, призер и победитель всевозможных наград, и там и Венеции, и Канны. И чем он еще уникален, да, Александр Николаевич интересен, он выпустил в Кабардино-Балкарии курс, где ребята, вот те, которые закончили его курс, они сейчас гремят на весь мир. Это Кантемир Балагов, который в этом году с «Дылдой» номинирован на «Оскар». Это вот они все прошли школу-студию Александра Сакурова. И вот в марте Александр Николаевич, я очень надеюсь, что они предварительно согласие дали, я очень надеюсь, что он приедет и расскажет о своем творчестве, и он будет эта встреча будет полезной, интересной. Кроме этого, я сейчас в процессе переговоров, я была когда в Лос-Анджелесе, я познакомилась с Мериям Узерли, это турецко-немецкая актриса, Хюррем Султан, Да. «Великолепный век», да, все ее знают, и мы должны договориться об ее приезде. Но предварительно она сказала, что она будет иметь в виду и посмотрит свой график. Вот. Если она приедет, это будет подарком вообще всем фанатам этого сериала. Да, я уверена в этом. Да, всем тем, кто увлекается восточными танцами и восточной культурой. И также, когда я была в Лос-Анджелесе, познакомилась с режиссером Жаном Марком Вале. Это оскаровский лауреат. Если вы смотрели «Далласский клуб покупателей». Да, конечно. Да, это режиссер этого фильма, режиссер сериала «Большая маленькая ложь», «Острые предметы». И я его пригласила вот в марте на кинофестиваль. Но он сказал, что он будет работать над своим сценарием, но сказал, что я могу к вам приехать в 2021 году со своим новым фильмом. Как вы на это смотрите? Я сказала, конечно, это здорово, ждем вас в гости.
и на кинофестиваль. Вот. Ну, такие прям достаточно серьезные заявления. Будем надеяться, что это все исполнится. Да, что это все реализуется. Что это все реализуется. И действительно, у вас такие большие планы на кинофестиваль. И как вы сюда приглашаете таких людей? Как вы их сюда к нам маните в Якутию, в такую даль? Ну, скажу, что многие вообще представления не имеют, где находится Якутия. Приходится объяснять. Когда они, конечно, все это узнают, они поражены, что они не знали этого, да, и как-то им стыдно становится даже некоторым. Но просто наш край удивительный, и я думаю, это привлекает многих. И ну, приглашаем. Иногда, конечно, очень волнительно общаться и звонить, когда это такие люди, которые, не знаю, такие мастодонты, да, и какие-то очень крутые. Конечно, волнение всегда, и немножко страх есть. Но я думаю, что это, ну, это обычные такие, какие-то внутренние мои человеческие. Но при этом хочется, чтобы на Якутском международном кинофестивале были хорошие гости, полезные, потому что я считаю, что одним из факторов развития якутского кинематографа является проведение Якутского международного кинофестиваля, потому что это очень эффективная площадка для общения, для знакомства, для сотрудничества. И те победы кинофестивальные, которые сейчас мы слышим, видим, во многом тоже наш кинофестиваль сыграл свою роль. Ну, то есть все равно у людей появляется такой азарт даже, какая-то возможность даже поконкурировать, да, в какой-то степени, посмотреть чужие работы, Да, конечно. оценить свое мастерство, что-то для себя взять. И в итоге действительно в этой атмосфере кинофестиваля, я, кстати, была у вас и не раз, очень, знаете, приятно слышать какие-то такие обсуждения, все делятся своим мнением, и каждый там берет себе на заметку. И здорово, что вместе с режиссером можно, такие как зрителю, подойти к режиссеру, рассказать свое мнение, тебя выслушают, и режиссер что-то для себя тоже интересное поймет. Ну, кинофестиваль, это вообще чем он уникален, любой кинофестиваль, то, что это всегда обратная связь. То есть у тебя всегда есть возможность задать те вопросы творцу, да, которые тебя волновали. Вот вы там в фильме изобразили, там, я не знаю, вот что-то, почему у вас в такой цветовой гамме и так далее, все, там, художественное решение, да, картины. Это можно все спросить, пообщаться, это всегда обратная связь. И это помогает, дает ответы на вопросы, и это очень здорово. Ну и атмосфера, потому что кинофестиваль – это очень интересно, увлекательно. Люди все влюбленные в кино приходят, как бы заряженные одной идеей, одним делом. И, ну, это зрительская тоже история. В первую очередь для зрителей, для кинематографистов делается. Как кино может сыграть на популяризации Якутии, как вы думаете? В целом кино, Да. или же вот… Наше. Вот, ну, допустим, мы на кинофестивале, у нас обязательное условие – это присутствие якутских картин в конкурсе. И в игровом, и в документальном. И в составе жюри у нас всегда обязательно присутствует якутский кинематографист. И это делается для того, чтобы жюри, которое приехало отсматривать работы международные, чтобы в то же время познакомились с нашим кинематографом. Чтобы попытались понять нашу культуру, традиции, ментальность. Это все делается, ну, для таких целей. Вы, получается, помогаете вот молодым режиссерам продвигаться, да, то есть создаете для них вот эту площадку, которая помогает заявить о себе на каком-то международном таком уровне. Вот. И дальше, как вы хотите развиваться, какие у вас планы, что вы планируете еще делать? Ну, мы так и будем дальше продолжать привлекать профессионалов, показывать зрительское кино, интересные работы для зрителей, потому что все равно нужно воспитывать зрителя. В начале, когда мы кинофестиваль проводили, у нас было очень мало зрителей. В последние 2 года, но это, я думаю, и зависит от программы кинофестиваля. Вот Алексей Медведев, он 2 года последние собирал программу, и у нас бывало вообще там люди, сесть негде было людям. То есть это все равно зритель должен привыкнуть к этому, и у нас площадка является Саха-академический театр. Спасибо большое, что они нас каждый год под свое крыло берут, да, и мы там все организуем. И это очень удобно тоже, потому что там и большой зал, и малый зал, и можно там проводить и какие-то пресс-конференции, общаться. В общем, очень такое хорошее место в центре города,
и творческое место. А вы сами не планировали когда-нибудь снять какое-нибудь кино? А у меня есть опыт сценарной работы. В 2009 году, по-моему, мы снимали «Покидая благоухающую гавань». Я была соавтором сценария вместе с Сюзанной Оржак. Она была режиссером, Марьяна Скорбыкина была продюсером. Это был дебют для каждого из нас. Мы все были впервые. Я впервые писала, Сюзанна впервые снимала, режиссировала кино. Марьяна впервые была продюсером. Алексей Павлов был оператором, это тоже это первое его кино, и для всех это было такое в новинку. Снимали в Китае, не знаю, ну, не видели, наверное, этот фильм, он, конечно, такой. Сейчас, я, кстати, недавно смотрела, и мне даже как-то интересно было. Не знаю, я думаю, ничего себе, у нас в то время такие мысли, что ли, были. А вот сейчас не планируете ничего сделать? Вот, может быть, собрать старую гвардию и снова... Старая гвардия уже стала профессионалами, да, как Марианна. Ну, у меня мысли есть о коротком метре, но все-таки снимать кино, мне кажется, нужно все равно знать какие-то азы драматургии, чтобы грамотно выстраивать все это и какими-то такими режиссерскими приемами владеть все-таки. Когда вы ходите по магазинам, старайтесь обращать внимание на акционные продукты, ведь именно они сделают ваши покупки намного выгодней. Ну что, я уже готова узнать, что же у нас получилось. Итак. Так. Вот у нас как раз нужно было, оказывается, минут 20, да, чтобы соус вот так вот он подрумянился. Красота. Не терпится попробовать. И действительно, мне вот нравится, когда рецепт, он такой менее энергозатратный. Ну что, сейчас мы узнаем, как же правильно оформлять гуакамоле. Так, можно купить такие чипсики, да? Ну, особо никаких правил нет. Ты можешь просто вот так вот даже брать и есть. Либо можешь выложить. Но у нас он, как мы уже говорили, он получился очень крупноватый. Скорее, это салат, да? Это не соус. И просто, ну вот, накладываем на наши чипсы. И, вот. И такая закусочка, да, легкая. Вот, допустим, некоторые бутербродики делают, а можно вот такую вот прекрасную альтернативу. И последнее, это, конечно же, наш десерт. Мы уже положили сюда мороженое. Так, и осталось, конечно же, последнее. Это наш такой сиропчик. Чайную ложечку. Это наш сиропчик. Надеюсь, он остыл. Немножечко уже подостыл. Ну, мне кажется, даже хорошо, если будут вот так вот фрукты крупные. Да. И потом вот сюда же мы добавляем еще миндаля. Ну, посыпем, да, орешками. Ну, мне кажется, мороженое это такой вот универсальный десерт. Классно. Мне кажется, в любом возрасте всегда радуешься мороженому, еще такому красивому. Ну, собственно, все, я предлагаю уже пробовать. Скорее, мне прям аж не терпится. Ну что, давайте пробовать. Начнем, наверное, конечно же, с мяса. Так интересно. Получилось? Это просто шикарно. И вот вишневый сок, он дает сладость. А Да. соус барбекю, он дает такой вот аромат дыма. Так, гуакамоле, наша закусочка. Мне на самом деле самой интересно, как получилось. Необычно, да? Необычно, да, но я чувствую авокадо. У меня тут, видимо, помидоров не так много, поэтому авокадо я прям чувствую. Ну, это, мне кажется, такая хорошая закуска. Ну что же, наш десертик, конечно же, долгожданный десертик. Вкус детства. Любая девушка просто обожает десерты. Я, кстати, не знаю, у меня среди знакомых нет девочки, которая бы отказалась там от десерта, например. Мне кажется, мороженое ничем не испортишь. Спасибо огромное, Ирина, вам за такие потрясающие рецепты. Мне кажется, в предпраздничной суете они пригодятся нашим хозяюшкам. И мы надеемся, что вы к нам еще когда-нибудь придете и какие-то новые рецепты нам обязательно тоже расскажете. Спасибо, Маргарита, за приглашение. Всех поздравляю с наступающими праздниками и приятного аппетита. Пока-пока!